Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. У микрофона Сергей Бриштель и пресвитер Светлогорской церкви Александр Капустин. Сегодняшняя тема «Было, есть и будет». Присоединяйтесь. Я жду тебя, когда восходит солнце, ищу твой лик среди лучей зари. Приди ко мне, приди скорей, Христос мой, я жду тебя, колени преклонив. Нет больше счастья для души, когда ко мне, Христос, приходишь ты, молитвенной тиши. Спадают узы суеты, а горни все мои мечты, и крылья пламенной любви меня уносят от земли в пределы царства чистоты. Когда со мною ты, когда со мною ты, я жду тебя вечернею порою, к далеким звездам взоры устремив. С тобою встречи жажду всей душою, я жду тебя, колени преклонив. Нет больше счастья для души, когда ко мне, Христос, приходишь ты, молитвенной тиши, молитвенной тиши. Спадают узы суеты, а горни все мои мечты, и крылья пламенной любви меня уносят от земли в пределы царства чистоты. Когда со мною ты, когда со мною ты. Сегодня мы рассмотрим библейское учение о Божьем Царстве. Посмотрим, что это значит для прошлого, настоящего, будущего и для нас с вами. И для этого прочитаем одну из самых известных притч Иисуса Христа из Евангелия от Матфея, 13 главы, с 24 стиха и далее. Это притча о плевелах и о добром семени. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда появились и плевелы. Придя же рабы хозяина дома, сказали ему: „Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг сделал это“.
А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницу. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы, свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя – это Сын Человеческий. Поле – это мир. Доброе семя – это сыны царства, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их – это дьявол. Жатва – это кончина века, а жнецы – это ангелы. Поэтому как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Любой христианин знает выражение «Царство Божье» или «Царство Небесное». В нашей культуре оно знакомо даже людям, не читавшим Библию. Небесного царства желают умершим, и в целом люди подразумевают под ним нечто светлое, прекрасное, вечное. Однако среди христиан зачастую можно встретить отличающиеся и даже противоречивые представления о Божьем Царстве. Одни говорят, что это Божье царствование на небесах. На земле существуют земные царства, а на небе, соответственно, небесное. Другие утверждают, что Божье царство – это будущее устройство мира, которое наступит только после второго пришествия Христа. Это блаженная вечность без боли, слезы, смерти. Третьи заявляют, что это определенный отрывок времени, скорее всего в 1000 лет, который настанет после второго пришествия Спасителя. В это время воскресшие праведники будут сосуществовать с еще живыми грешниками. Христос будет править землей из Иерусалима, а Израиль будет особым привилегированным народом. Наконец, четвертые объясняют, что Божье Царство – это церковь. На христианах иносказательно, духовно исполняются пророчества Ветхого Завета о Божьем Царстве. Сегодняшние верующие – это граждане Царства, однако оно не от мира и невидимо. Конечно же, мы не сможем положить конец этим спорам и разномыслиям. Однако нам будет полезно посмотреть на некоторые важные тексты в Библии о Божьем Царстве и сформировать более или менее внятное представление об этом понятии. Текст, который мы сегодня прочитали, это одна из 7 притч о Божьем Царстве, в которых сам Христос объясняет, что это такое. Прежде всего скажем, что выражение «Царство Божье» и «Царство Небесное» – это синонимы. Из всех Евангелий выражение «Царство Небесное» используется только в Евангелии от Матфея. В аналогичных текстах Марка и Луки говорится о Царстве Божьем. Причина, судя по всему, в трепетном отношении евреев к имени Бога. Они и до сих пор стараются реже произносить слово «Бог», помня о третьей заповеди. Вместо этого они говорят, например, «Всевышний», «Благословенный» или «Небо». И поскольку Матфей пишет о Царстве Божьем часто, могло сложиться впечатление неблагоговейного отношения к Богу, поэтому было выбрано нейтральное слово «небо». Что же такое Царство Божье? В представлении ветхозаветных пророков Божье Царство – это прекрасное время, которое наступит на земле после прихода Мессии. Тогда, во-первых, преобразится природа, возвеселится пустыня, сухая земля, возрадуется страна необитаемая, расцветет, как нарцисс. Это книга Исаии, 35 глава, 1 стих. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, барс будет лежать вместе с козленком, теленок, молодой лев и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. Тоже Исаия, 11 глава. Во-вторых, изменится политическое устройство мира. Господь будет царем над всей землей, пишет Захария в 14 главе.
В те дни возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: «Мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Об этом тоже говорит Захария. В общем, это будет время всеобщего процветания, долголетия, радости, мира и стабильности. Этому времени будет предшествовать приход Господа и Его суд над грешниками. Даниилу ангел сообщает, что произойдет воскресение мертвых. На земле случатся катастрофические явления, которые также станут проявлениями небесного суда. Землетрясения, засухи, пожары, эпидемии, войны, другие бедствия. Приход Мессии положит конец несчастьям, очистит землю от грешников и знаменует начало Царства Господа. С другой стороны, многие тексты Ветхого Завета говорят, что Божье Царство уже существует. В особенности это касается псалмов и пророков. «Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает», пишет Давид в 102-м псалме. «Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу царства Твоего и повествуют о могуществе Твоем. Царство Твое, царство всех веков, владычество Твое во все роды». Псалом 144. В ряде псалмов звучит торжествующее восклицание: «Господь царствует». Это 98-й, 92-й, 95-й, 96-й. «Господь царствует, да трепещут народы. Он восседает на херувимах, да трясется земля». Итак, Царство Господа уже существует или наступит в будущем? На этот вопрос богословы дают очень еврейский ответ. Правильно и то, и это. Божье Царство уже существует и также наступит в будущем. Оно существует на небесах. Господь царствует над ангелами и всеми небесными существами. Оно присутствует и на земле. Господь творит все, что хочет, говорит псалмопевец, на небесах, на земле, на морях, во всех безднах. Однако важно понимать, в каком виде существует это царство. На небесах оно присутствует на все 100%. На земле же оно существует в невидимой форме, в незримом виде. Господь действительно делает все, что хочет, однако теперь Он делает это неявно. Хороший пример – книга Есфирь. Во всей этой книге нет ни одного упоминания Божьего имени. И тем не менее мы видим там череду удивительных явлений. Простая еврейская девушка становится царицей. Божий народ спасается от страшной угрозы. Коварного врага вешают на той самой виселице, которую он соорудил для благочестивого израильтянина. Почему так происходит? Потому что Господь царствует, просто его не видно. Однако наступит время, когда он станет видимым, когда его царство обретет вполне материальный, а не только духовный смысл. И вот, когда Христос пришел в этот мир, главной темой его проповеди стало Божье Царство. То, что оно приблизилось. Другими словами, Христос провозглашал, что скоро невидимое Божье Царство станет видимым, тайное станет явным. В подтверждение этого Он совершал дела, которые предсказывали пророки Ветхого Завета. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, сказал Иисус о своем служении. Можно сказать, что с Его приходом и с появлением Церкви Божье Царство стало проявляться видимым образом. На землю пришел Царь. Он возвестил об этом знамениями, чудесами. Он принес многие, хотя и не все, благословения Божьего Царства, обещанные в Ветхом Завете. Оно стало проявляться, хотя и не в полной мере. В Библии есть интересный текст. Луки 19 глава, 11 стих. «Он, то есть Христос, был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царство Божье». Слово «открыться» также можно перевести как «проявиться». То есть оно существовало, но в закрытом виде,
Оно было, но не явно, и ему предстояло, как они думали, проявиться. Слыша это слово, я вспоминаю свое фотографическое увлечение. Раньше фотографии печатали с пленки на специальной фотобумаге с помощью фотоувеличителя. Под него клали лист фотобумаги и проецировали на него негатив с пленки. После этого бумага оставалась такой же белой, но изображение на ней уже было, только не проявленное. Чтобы его увидеть, нужно было поместить бумагу в специальный раствор, в проявитель. Тогда изображение постепенно начинало проступать. С приходом Христа Божье Царство на земле начало проявляться. Стали обрисовываться его контуры, стали видны некоторые его черты, хотя полного проявления не наступило. Богословы придумали интересную фразу, которая описывает наше нынешнее состояние в Иисусе Христе. Эта фраза звучит так: «Уже да, но еще нет». Про очень многое в христианской жизни можно сказать: уже да, но еще нет. Мы спасены? Ответ такой: уже да, хотя еще нет. Мы формально объявлены спасенными, наши имена записаны в книге жизни, для нас приготовлено место в небесных обителях, но полноты спасения мы еще не имеем. Мы спасены в надежде, пишет Павел в послании к римлянам. Мы идем путем освящения, поэтому Павел призывает: совершайте свое спасение, то есть доводите его до полноты, до совершенства. В Новом Завете верующие названы не спасенными, а спасаемыми. Другими словами, процесс запущен, мы имеем гарантию, что он будет успешен, но во времени он еще не завершился, полнота ждет впереди. То же касается и других вопросов. Мы воскресли из мертвых? Уже да, хотя еще нет. Мы знаем Бога? Да, но еще не до конца. Мы видим Его сердцем, мы преображаемся в Его образ, но как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, а тогда лицом к лицу. То же касается и вопроса, наступило ли Божье Царство. Уже да, но еще нет. Библия, с одной стороны, заявляет, что оно должно наступить в будущем. Откроется вам свободный ход в вечное Царство Господа, будет праведный Божий суд, чтобы вам удостоиться Царства Божия, для которого страдаете. Но, тем не менее, оно уже в некоторой мере присутствует. Иисус говорит Пилату: «Царство мое не от мира сего». То есть оно уже есть, но не отсюда. Или вот, он говорит фарисеям: «Если я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божье». Или вот, Колоссянам Павел пишет: «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Христос царствует в Своей Церкви, поэтому Церковь – это Его Царство. Христос царствует в сердцах верующих, поэтому мы уже в Царстве. Но это не исключает будущего географического царства, а предвозвещает его. Именно такую картину мы видим в притче Христа о пшенице и плевелах. Люди Царства Божьего уже существуют в современном мире. Однако сейчас они испытывают проблемы с людьми лукавого. В будущем наступит их день, когда все изменится, и праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Одна интересная и важная деталь появляется позже в объяснении. Иисус сказал, что пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и они соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие. Это показывает, что сжигание плевелов будет не началом Царства, а его очищением. Оно существует до того, как Иисус пошлет ангелов. Они лишь удалят из него все зло, после чего оно, очищенное, достигнет своей полноты и совершенства. Говоря языком притчи, что такое Царство Божие? Иисус не сказал этого, но легко догадаться, что Царство Божие – это все хозяйство небесного владыки. Это и его поле, то есть мир, и житница, будущее место обитания праведников. Бог уже управляет или царствует. Его царство испытывает лишь временные трудности.
которые однажды будут разрешены. Что это значит для нас на практике? Во-первых, это значит, что мы уже в Божьем Царстве. Поэтому мы имеем все основания радоваться и благодарить Бога и Отца, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего. Мы граждане Божьего Царства и пользуемся многими Его привилегиями. В основном они касаются духовной сферы, но эта сфера является самой важной. Мы имеем право на вход в небеса. Наши имена запечатлены там. Мы получили прощение грехов. Мы уже воскрешены, посажены одесную Божьего престола. Все это привилегии граждан Царства. А в земной жизни мы можем рассчитывать на Христово руководство и защиту. Ведь Он царствует не только на небе, но и на земле. И хотя Его враги еще не лежат у Его ног, мы Его посольство в этом мире. Мы островок Его уже существующего царства, пользующийся Его покровительством и защитой. Пусть неявно, но Господь все равно царствует. И пусть мы в этом мире, как ягнята среди волков, пусть кажется, что князь мира творит свою волю, царство не Его, царство Божье. Христос уже царствует. Его царство уже существует, просто оно невидимо, но зато действенно. Во-вторых, друзья, хочу поделиться озабоченностью. К сожалению, многие современные верующие не воспринимают себя как подданных Христа. Недавно трон Англии занял новый король, Карл III. У него есть корона, скипетр, его называют «Ваше Величество», ему оказывают почести. Но все знают, что в современной Англии король – это просто красивый атрибут, не принимающий реального участия в руководстве государством. Он царствует, но не правит. Своего рода живой музейный экспонат. Ему оказывают почести, но живут не по его воле, а по своей. Что-то подобное можно наблюдать и среди христиан. Иисус вроде царствует, но не правит в их жизни. Они называют Его Господом, но о том, чтобы подчинить Ему все в своей жизни, отдать Ему свои средства, время, силы, тела, как-то не слишком задумываются. Но, друзья, Матфей снова и снова повторяет: Христос нам не друг, не пример, а именно царь. Мы живем в Его царстве, и от нас ожидается лояльнейшее отношение к Нему, как к нашему государю и владыке. На меньшее Он не согласен. И в-третьих, будем помнить, что полнота Божьего царства еще не наступила. Некоторым хочется уже сейчас иметь все, что было обещано относительно Божьего царства: исцеление болезней, прекращение страданий, материальное процветание и тому подобное. Важно понимать, что как Царство Христа теперь существует прежде всего в духовном измерении, так и Его благословения даны нам в том же духовном мире. А что касается мира материального, то, как писал Павел, имея начаток духа, мы стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Что ж, пусть библейское учение о Божьем Царстве будет для нас благословением и стимулом для прославления Бога, для верного служения Ему и для терпения в ожидании полноты Его Царства. Скоро я увижу озаренный цветом утро новой жизни, мой небесный дом. О, какое счастье я в Христе имею, в небе мне обитель приготовил Он. В вышине небес, где живет Творец, имею я дом и буду жить в нем. В вышине небес, в вышине небес, где живет Творец, имею я дом.
часто давит душу тяжело, но любовь Иисуса нежно душу греет, хоть печаль глубока, но с Христом светло. В вышине небес, где живет Творец, имею я дом и буду жить в нем. В вышине небес, в вышине небес, где живет Творец, имею я дом и буду жить в нем. Отрет последнюю слезу. В вышине небес, где живет Творец, имею я дом и буду жить в нем. В вышине небес. Слушал нашего гостя, вспоминал евангельские эпизоды и думал о том, что у Христа был ответ на вопрос о Царстве Божьем. Первое. Нужно пожертвовать свое сердце. Потому что Царство Небесное не там и не здесь, а внутри нас. Спросите себя, является ли мое сердце местом для Царства? Второе. У Царства Божьего есть Господин, наш Спаситель. Он предупреждал своих учеников, что некоторые увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Он преобразился перед ними. Он при них беседовал с Моисеем и Ильей. Он успокаивал их, когда они испугались, услышав голос Божий из облака. Мы читаем у Марка: «Вдруг они посмотрели вокруг и никого, кроме Иисуса, больше не видели». Почему? Где Иисус, там и Царство. Спросите себя, смотря на Иисуса, нахожу ли я Царство Небесное? Третье. Известные слова из «Отче наш». «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, как на земле, так и на небе». И еще «Твое есть Царство и сила и слава вовеки». Так Христос учил молиться. Друзья, спросите себя, хочу ли я приближения Царства Небесного? Я уверен, что нам сегодня стоит сосредоточить свое внимание на Царстве Божьем, а именно на том, что было, есть и будет. На этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами были Сергей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Александр Капустин. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу: Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 22 40 20, город Брест 20, Беларусь. До встречи через неделю. Божьих вам благословений.
Вы слушаете программу «Тихие воды». Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады новой встрече с вами. У тихих вод Божьего Слова вас приветствуют Павел и Ирина Тупчик. Тема нашей передачи сегодня «Не судите». И многие из вас, наверное, уже мысленно дополнили эту фразу. «Да не судимы будете». Вы правы. Сегодня в центре нашего внимания будет одна из заповедей Нагорной проповеди. Заповедь очень простая. Вместе с тем в отношении ее существует много проблем. Особенно в связи с тем, как ее понимать и как применять. Что она означает и к кому относится. Я приведу только некоторые из вопросов, возникающие в связи с этой заповедью. Не запрещает ли она христианину работать в органах судебной власти? Вправе ли члены церкви налагать дисциплинарное взыскание на согрешившего человека, то есть судить его? И вообще, может ли верующий человек иметь и высказывать свое мнение по каким-либо вопросам? Не является ли это судом, осуждением? Много проблем возникает и в связи с соблюдением, или, правильнее сказать, несоблюдением этой заповеди. Одна из самых распространенных тем, для которых не нужно долго искать собеседников, это осуждение или обсуждение кого-либо. Думаю, многим из наших слушателей довелось быть жертвой неправильных суждений. Может быть, у кого-то еще не зажили раны, причиненные домыслами, сплетнями или клеветой. Нарушение заповеди «не судите» разрушает взаимоотношения между людьми, возбуждает ссоры и разногласия. Мы привели только некоторые аргументы, показывающие, насколько важна и актуальна заповедь «не судите». Надеемся, что наша беседа поможет вам разобраться в некоторых сложных вопросах и понять, какой должна быть реакция христианина на поступки других людей. Но вначале послушайте песню. Не спеши за злобу злом воздать, не спеши обиду удержать, не спеши завидовать другим, не спеши быть черствым и сухим. Не спеши, не спеши, когда все спешат грешить, не спеши другого осуждать. Не спеши, не спеши, когда все спешат грешить, не спеши, не спеши, не спеши. Не спеши, когда спешат грешить, не спеши ложь в сердце запустить, не спеши другого осуждать, не спеши, коль нужно подождать. Не спеши, не спеши, когда все спешат грешить, не спеши другого осуждать. Не спеши, не спеши, когда все спешат грешить, не спеши, не спеши, не спеши. Не спеши, чтоб совесть заглушать, не спеши,
чтоб душу заморать. О, душа, ты слышишь, не спеши, не спеши, больше не греши. Не спеши, не спеши, когда все спешат грешить. Не спеши другого осуждать. Не спеши, не спеши, когда все спешат грешить. Не спеши, не спеши, не спеши. Не спеши, не спеши, когда все спешат грешить. Не спеши другого осуждать. Не спеши, не спеши, когда все спешат грешить. Не спеши, не спеши, не спеши. Заповедь «Не судите» записана в 7 главе Евангелия от Матфея. Христос сказал: «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую вам будут мерить». Мне, как думаю, и вам, приходилось слышать различные мнения о значении этих слов Христа. Одни рассматривают эту заповедь как истину, которая должна пониматься и исполняться буквально. Они боятся высказать свое мнение по какому-либо вопросу, считая это нарушением слов Христа, а следовательно грехом. Подобную точку зрения занимает и либеральное богословие, правда, только у него совсем другие основания. Конец XX века принес в наш лексикон новые слова – толерантность, плюрализм, которые отражают стремление примирить самые различные взгляды и идеологии. Постмодернистская философия, то есть философия нашего времени, утверждает идейный релятивизм. Это отрицание существования абсолютной истины. Каждый человек, согласно этим взглядам, может иметь свою истину, и поэтому он не должен судить взгляды другого человека или же стремиться переубедить его. Эти веяния проникли и в религиозную среду. Современное либеральное богословие не озабочено утверждением евангельской истины и считает бессмысленными религиозные дискуссии. Их лозунг «не судите, и да не будете судимы». Этот лозунг приходилось слышать и от людей, которые называют себя христианами, но живут не по-христиански. Не находя других аргументов, чтобы оправдать свою греховную жизнь, они заявляют: «А вы не судите». О противоположных взглядах мы уже сегодня говорили. Тех, кто их придерживается, мало интересуют богословские основания. Они просто обсуждают и осуждают тех, кто попадается им на глаза и на язык. Кто же прав? Как понимать заповедь Иисуса «Не судите»? Давайте постараемся понять, что имел в виду Христос. Некоторые проповедники говорят, что здесь Христос говорил о суде как о выражении мнения. Вот это христианин может делать, но ему запрещено осуждать человека, то есть выносить приговор. Однако, если мы читаем эту заповедь в изложении евангелиста Луки, то видим, что там запрещается и одно, и второе. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Ключ к пониманию этой заповеди находится во 2 стихе 7 главы Евангелия от Матфея. Господь там говорит вот так: «Ибо каким судом судите, таким будете судимы». Здесь Христос не запрещает суд вообще, а обращает внимание на то, каким судом мы судим. В оригинале в этом стихе употреблено греческое слово «крина», которое имеет довольно широкий спектр значений. Определять, выбирать, рассуждать, решать, делать вывод, приводить к заключению, а также судить, производить суд, осуждать, обвинять. Слово «осуждать» соответствует греческий глагол «катадикадза», имеющий значение провозглашать виновным,
выносить обвинительный приговор. В человеческом обществе существует много судов – международные, конституционные, гражданские, военные, арбитражные, хозяйственные и так далее. Священное Писание рассматривает суды с другой точки зрения и подразделяет их всего на два вида – суд Божий и суд человеческий. Слово Божье неоднократно подчеркивает, что только Бог обладает абсолютным правом судить. В 4 главе послания от Иакова написано: «Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить». Божий суд справедлив, беспристрастен и безошибочен. Бог знает все досконально. Он учитывает не только внешние, но и глубоко сокрытые тайные обстоятельства. В 17 главе книги пророка Иеремии написано: «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Божьему суду подвластны все люди. Приговор, который выносит Бог, не подлежит обжалованию и не может быть изменен. В 20 главе Откровения находится описание последнего Божьего суда. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые, по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. И смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Вместе с тем Бог милостив и не желает осуждения и вечного наказания грешника. Если человек раскаивается в своих грехах и преступлениях, Бог прощает его. Величайший дар Божий человеку – это спасение через веру в Господа Иисуса Христа, который пострадал за грехи всех людей. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, то есть в Бога, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Полную противоположность Божьему суду представляет человеческий суд. Один богослов, комментируя разбираемый нами текст, категорически заявил: «Ни один человек не может правильно судить». И с этим утверждением трудно не согласиться. Во-первых, люди не обладают совершенным знанием и никогда не знают всех фактов. Известный раввин Гилель сказал когда-то: «Не суди человека до тех пор, пока ты сам не побывал в его положении или в тех же обстоятельствах». Никто не знает, какой силой искушения обуревает другого. Человек со спокойным темпераментом не может представить себе искушение человека с горячей кровью, страсти которого горят и кипят. Человек, воспитанный в хорошей семье или в христианском окружении, не знает ничего о том, что творится в душе человека, выросшего в трущобах. Во-вторых, человек по своей природе не способен быть беспристрастным. Мы все страдаем предвзятостью. Наверное, по этой причине особо важные судебные решения древние греки выносили в темноте, чтобы судья и присяжные не видели подсудимого и судили только на основании фактов. Иисус не раз говорил фарисеям: «Не судите по наружности, но судите судом праведным». В-третьих, ни один человек не имеет морального права судить другого человека. Однажды ко Христу привели женщину, взятую в прелюбодеянии. Те, кто привел ее, надеялись, что Христос попадет в ловушку. Если он подтвердит смертный приговор, тогда он больше не друг мытарей и грешников. Если оправдает, тогда он нарушитель Божьего закона. Иисус сказал им только одну фразу: «Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень». Таковых в толпе не нашлось, и они, обличаемые совестью, ушли. Во 2 главе послания к римлянам апостол Павел пишет: «Итак, не извинителен ты,
всякий человек, судящий другого. Потому что тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. Рассказывают о человеке, который страдал близорукостью, но тем не менее он считал себя выдающимся художественным критиком. Однажды он зашел с компанией в картинную галерею и сразу же с большим опломбом стал разбирать выставленные там картины. Остановившись перед чьим-то, как он думал, портретом, критик приступил к делу. Но на свою беду он забыл дома очки, так что плохо видел. Тем не менее он начал с чувством превосходства. Рама не подходит к портрету. Изображенный субъект и некрасив, и неряшливо одет. Более того, он просто безобразен, и со стороны художника было большой ошибкой избрать такой персонаж. Он продолжал бы свой разбор, но жена шепнула ему: «Слушай, ты стоишь перед зеркалом». Оказывается, он критиковал самого себя. После заповеди «Не судите» Христос рассказал притчу о человеке, который видит сучок в глазе брата, а бревна в своем не замечает. Эта притча обычно вызывает улыбку, но когда такое случается в жизни, тогда бывает не до улыбок. Когда пророк Нафан рассказал Давиду о богаче, который позарился на овечку бедняка, царь крайне разгневался и вынес ему самый суровый приговор. Пророк указал ему, что именно он является этим безжалостным человеком, который не только отнял жену у своего верного слуги, но и убил его, чтобы сокрыть свой грех. Имея в виду эти причины, Христос дал заповедь: «Не судите, да не судимы будете». Но возникает вопрос, как совместить эту заповедь с другими библейскими текстами, в которых говорится о том, что люди, в том числе и христиане, должны не просто иметь свое мнение и высказывать его, но даже судить. Например, в 6 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел пишет: «Кто смеет у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские?» В том же послании апостол выносит приговор согрешившему человеку. В Деяниях апостолов написано, что суд выносили и другие апостолы: Петр, Анания и Сапфирия, Павел, Елиме волхву. Неужели они забыли повеление Христа? В начале нашей беседы мы говорили о том, что с заповедью «Не судите» Христос не запрещает суд вообще, а обращает внимание на то, каким судом мы судим. Эта заповедь является серьезным предостережением против человеческого суда. Но люди могут и должны утверждать на земле Божий суд. Божий суд основывается не на симпатиях человека, не на несовершенном знании и законах. Он утверждается на Божьем Слове, о котором сказано: «Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Конечно же, верующие действуют только в рамках предоставленных им полномочий. Церкви дано право осуждать грех, лжеучение, улаживать споры между христианами, решать внутренние дела церкви, наказывать согрешающих членов. Упорствующий грешник должен быть отлучен от общества Божьих детей. Это наивысшая мера наказания, которую вправе применить церковь. Решать тяжбы между людьми, наказывать преступников Бог поручает государству. При этом судьи должны совершать не человеческий суд, но Божий. Божий суд основывается на Божьих принципах. В 1 главе Второзакония написано: «И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря: выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд –
дело Божье. Эта мысль продолжается и в 16 главе. Господь говорит: «Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых». Царь Иосафат, поставив судей в Израиле, дал им такой наказ: «Смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и Он с вами в деле суда. Итак, да будет страх Господень на вас, действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства». Осуществляя суд в том или ином виде, мы не должны упускать из виду наши человеческие несовершенства, ограниченность, предвзятость. Также мы должны помнить, что Слово Божие запрещает нам заниматься осуждением ближних. Склонность к осуждению разрушает взаимоотношения между людьми. Люди становятся недовольными, придирчивыми, гордыми, немилосердными. Человеческий суд зачастую бывает несправедлив и очень жесток. Еще одна негативная сторона человеческого суда в том, что при этом человек переходит из области действия Божьей благодати под юрисдикцию закона. В 4 главе послания Иакова написано: «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, того злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» А законом перед Богом никто не сможет оправдаться. Поэтому берегитесь осуждения, чтобы самим не оказаться осужденными. Каждый неправедный суд ожидает Божье воздаяние. Помните, что у Бога милость всегда превозносится над судом. И суд без милости ожидает тех, кто не имеет милости к другим. Пусть наши суждения будут осторожными. В послании к римлянам апостол Павел пишет: «А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». И единственное, что мы должны делать строго и постоянно, это судить самих себя, проверяя соответствие нашей жизни Божьему Слову. Пусть поможет нам Господь правильно понимать и применять в своей жизни заповедь Иисуса Христа. Не судите, да не судимы будете. Ты не суди другого строго, не обвиняй, не зная тех, кто, может, сам страдает много, душою мучаясь за грех. Оставь свой гнев, забудь о мщении, и камень в брата не кидай. Ведь только Бог дает прощение и открывает людям рай. Не подвергай его злословию, Бог знает каждого из нас. Сегодня ты горел любовью, а завтра пламень твой угас. Даем мы часто людям цену, кто первым в царствие войдет. Вот этот в рай, того в гиенну, но Бог все знает наперед. Кто ты, что судишь брата строго? Пусть он упал, не осуждай, но лучше будь ему подмогой и руку помощи подай.
в вопросе спорном не руби с плеча. Сердце брата можешь словом ранить сгоряча. Ты приди к нему с приветом, кротко обличи, не упреком, а советом душу облегчи. Ты приди к нему с приветом, кротко обличи, не упреком, а советом душу облегчи. Все вопросы и сомнения можно разрешить, став смиренно на колени у Христа спросить. Он скорбел земною доли от людей не раз, много принял мук и боли и научит нас. Он скорбел земною доли от людей не раз, много принял мук и боли и научит нас. Как являя кротость духа ближнего любить и прощая друг за друга бремена носить, так учил Господь когда-то и у вечных врат. Спросит Он тебя, как брата ты умел прощать. Так учил Господь когда-то и у вечных врат. Спросит Он тебя, как брата ты умел прощать. Если ты забыл обиду, бремена носил, если сердцем не для вида ближнего любил, даст тебе Господь отраду дивной встречи с Ним. Будешь сам прощен в награду вечности ты им. Даст тебе Господь отраду дивной встречи с Ним. Будешь сам прощен в награду вечности. Аминь. Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик. Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу: программа «Тихие воды», почтовый ящик 45, индекс 22 40 20, город Брест 20, Республика Беларусь. Вы можете писать нам и по электронной почте. Наш адрес пишите, пожалуйста, латинскими буквами: rmtwr.by, значок @gmail.com. Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова.
Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня». Дорогие друзья, мир вам, милость и любовь да умножатся. Мы продолжим разговор о жизни христианина в обществе. В прошлый раз мы рассуждали об отношении верующего к земной родине, к разным расам и национальностям. А сегодня поговорим об отношениях к представителям других религий и оккультизму. Сегодня в большинстве стран мира люди имеют свободу выбирать, во что верить или не верить вообще. Примечательно, что первое на английском языке сочинение в защиту свободы совести было написано баптистским пастором Томасом Хелвисом. В своей краткой декларации о тайне беззакония в 1612 году он провозглашал: «Король – лишь смертный человек, не Бог, и у него по этой причине нет власти над бессмертными душами своих подданных. Религия человека есть дело его и Бога. Король не отвечает за нее. Не может король и выступать судьей между Богом и человеком. Идет ли речь о еретиках, мусульманах, иудеях или о ком другом? Земная власть не имеет права наказывать их за веру». Такая декларация была в то время весьма актуальной, потому что государство считало себя вправе решать, кому и во что верить. Собственно, и в XIX и в XX веках переход из одной религии в другую рассматривался в некоторых странах как преступление. Да и сегодня перешедшие в христианство мусульмане, буддисты или индусы могут столкнуться с серьезными гонениями, даже с угрозой жизни. Но Господь дал возможность человеку выбирать и принимать решения относительно своих убеждений. Свобода совести, которую мы считаем неотъемлемым правом каждого человека, включает в себя и свободу вероисповедания, то есть право свободно исповедовать ту или иную религию, не исповедовать никакой религии, а также возможность менять свою конфессиональную принадлежность по личному выбору в течение жизни. Она находит свое выражение в возможности создавать религиозные объединения, участвовать в их деятельности, открыто совершать богослужения, жить в соответствии со своими убеждениями и беспрепятственно распространять свои религиозные взгляды. Мы озабочены своей свободой, но невозможно получить свободу совести только для себя, и другие имеют такое право. Мы можем учить, можем говорить, можем убеждать, но не можем заставить человека уверовать во Христа и присоединиться к церкви. Здесь принуждение недопустимо. В реальной жизни мы не можем обойтись без веротерпимости. Мы против возбуждения и разжигания религиозной вражды. Хочется верить, что в обществе могут и должны мирно сосуществовать представители самых разных религий, конфессий и течений. В прошлой беседе мы говорили о руководящем принципе по отношению к людям других рас и национальностей. Он может быть полезен и здесь. Проявить любовь можно и к представителям других религий. Евангелие от Луки, 6 глава, 31 стих. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Вместе с тем, мы не можем признать, что все правы. Апостол Петр смело указал на Иисуса Христа как путь, истину и жизнь, обращаясь к начальникам народа и старейшинам. Он не сказал, что каждый выбирает религию по вкусу, что все религии хороши, что все ведут к Богу. Он ясно и недвусмысленно заявил: Он, то есть Иисус, есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния апостолов, 4 глава, 11-12 стихи. Мы можем вспомнить и слова Христа. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. В мире много лжебогов, идолов, и Библия ясно осуждает идолопоклонство, лжеучение и лжерелигии. И Бог предложил всем людям спасение по вере в Господа Иисуса Христа. Поэтому мы считаем необходимым делиться со всеми людьми евангельскими истинами. Да,
Мы терпимо относимся к последователям нехристианских религий, не желаем оскорблять их или принуждать к вере, но говорим об Иисусе Христе, о вере в Него, о Христе как единственном пути к Богу. Сам Господь желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Мы проповедуем здравое учение, защищаем его, говорим о нем, обличая всякие лжеучения и искажения Библии. Может, более строгим и жестким является отношение к оккультизму и подобной практике. Еще в ветхозаветное время Господь серьезно предупреждал: не должен находиться у тебя прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Второзаконие, 18 глава, 10-11 стихи. Евангельские верующие, не покушаясь на личную свободу человека, предупреждают о пагубности занятия оккультизмом, который уводит человека от истины, погружает в заблуждение и разрушает его психику. Оккультизм наносит огромный вред людям в земной жизни и является препятствием к обретению им вечного спасения. Обеспокоенность вызывает то, что разного рода астрологи, ясновидящие, экстрасенсы и иные оккультисты пользуются большим влиянием в современном обществе. О гороскопах говорят по радио и телевидению, оккультной информацией насыщен интернет. Если большая советская энциклопедия определяла ее как ложное учение, характерное для первобытных людей обожествление светил, то сегодня даже центральные газеты, наряду с официальной хроникой и телепрограммой на неделю публикуют гороскопы. Солидные книжные магазины предлагают десятки пособий по астрологии, гороскоп для подростков, гороскоп для кошек, астрологическая кулинария, финансовая астрология, астрологический учебник для поиска спутника жизни и тому подобное. В брачных объявлениях девушки считают нужным, среди прочей полезной информации о себе, отметить и знак зодиака. Дева или водолей 25 лет ищет спутника жизни. Что печально, веру в астрологию разделяют многие люди, называющие себя христианами. Главная причина увлечения астрологией в отступлении от веры. Когда душа не получает духовной пищи от Слова Божия, она пытается насытить себя духовными отбросами, вроде гороскопа. Когда у человека нет уверенности в Боге, его водительстве и защите, он ищет их в предсказаниях астрологов. Когда не хочется расставаться с грехом, можно списать плохие поступки на расположение звезд в момент первого вздоха. Обращение к астрологам, согласно Писаниям, бессмысленно. Прорицатели ничем не смогут помочь. Они не знают планов и намерений Божьих и бессильны что-либо изменить. Осуждая Вавилон, Господь говорит: «Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожег их, не избавили души своей от пламени». Занятия астрологией и другими оккультными практиками не только бесполезны, они опасны и, как всякое идолопоклонство, ведут к моральному разложению. Одной из причин падения Израиля было участие евреев в поклонении языческим богам, в том числе и участие в религиозных астрологических обрядах. Подобно другим народам, Израиль начал поклоняться всему воинству небесному, и это привело к отпадению от истинного Бога. Библия предостерегает нас от попыток узнать будущее, которое не открыто Богом. Не должен находиться у тебя прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебники, вопрошающие мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. И за эти мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица земли. Сокрытое принадлежит Богу, а приложить что-либо к этому значит подвергнуть себя тяжкому наказанию. Мир наполнен силами зла, и они имеют определенную власть. Сам сатана назван князем мира сего. Есть мироправители тьмы века сего. Они хотят завладеть волей людей, и астрология может служить орудием массовой манипуляции. Она использует такие виды оккультной практики, как гадание и прорицание, которые ведут к установлению контактов с бесами. Миллионы людей становятся на путь оккультизма, даже не осознавая этого. Библия не говорит, что рождение под определенным знаком зодиака играет какую-то роль в жизни человека. Важно рождение от духа или новое рождение.
в результате которого человек меняет свое отношение к Богу, к греху. Потому что на нашу судьбу влияют не звезды, а отношение к Богу. Мы призваны познавать волю Божию, а не волю звезд. Так откроется нам свободный вход в Царство Божие, в общение с Богом и Сыном Его Иисусом Христом. А созерцание звезд как чудо Божьего творения побудит нас восхвалить сотворившего все и воздать Ему славу. Есть много дорог и много путей, но только лишь Бог цель жизни моей. И в стужу, и в зной, и ночью, и днем Он всюду со мной, я радуюсь в Нем. Ведь со мной Иисус, Он победа моя, с Ним я стремлюсь в родные края. Ведь со мной Иисус, Он победа моя, с Ним я стремлюсь в родные края. Как страшно кругом, темно впереди, но в битве с врагом Господь поддержи. Бушует гроза, потоками дождь, но видна стезя и близок мой вождь. Ведь со мной Иисус, Он победа моя, с Ним я стремлюсь в родные края. Ведь со мной Иисус, Он победа моя, с Ним я стремлюсь в родные края. Наша передача подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу. Программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224-020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог. Ведь со мной Иисус, Он победа моя, с Ним я стремлюсь в родные края. Ведь со мной Иисус, Он победа моя, с Ним я стремлюсь
Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа для женщин «Суламита». Приветствую всех слушателей программы. С вами вновь рада встретиться ведущая Елена Делюк. Сегодня я продолжаю рассказывать о Елизавете Баварской, королеве Бельгии, жене короля Альберта I Бельгийского, женщине с прекрасной душой и замечательным сердцем. После Первой мировой войны Елизавета создает фонды помощи слепым, больным раком и полиомиелитом, организует лечебницы для больных туберкулезом. Она много путешествует. Так, в 1922 году она участвует в знаменитой экспедиции Говарда Картера, во время которой была открыта гробница фараона Тутанхамона, а в 1928 году посещает бельгийское Конго, где 2 города в то время уже носили ее имя. Там же она основывает фонд медицинской помощи конголезцам. А еще они с мужем всячески поддерживают миссионеров, отправляющихся туда с благой вестью. При ее активном участии в Брюсселе строится Дворец изящных искусств, Королевская библиотека, создается Национальный симфонический оркестр Бельгии. А восхищенный ее жизненной позицией и талантами Альберт Эйнштейн как-то у нее спросит: «Ваше Величество, у меня есть нескромный вопрос. Зачем вам после всего этого скучная профессия королевы?» Вместе с мужем Елизавета побывала в Иерусалиме. Эмили Каммерц, написавшая биографию Альберта, рассказывает, как при посещении притории Пилата королевская чета была настолько тронута словами гида о страданиях Христа, что король и королева просто спонтанно упали на колени. Альберт был католиком и говорил о вере всегда и везде, где это было хоть сколько-нибудь уместно. Так известны его слова, произнесенные в 1936 году на мероприятии в память о погибших на реке Изер во время Первой мировой войны. Король сказал: «Каждый раз, когда общество дистанцируется от Евангелия, которое проповедует смирение, братство и мир, люди становятся несчастными, потому что языческая цивилизация Древнего Рима, которой они хотели бы его заменить, основана только на гордости и злоупотреблении силой». Жизнь королевской семьи действительно била ключом, и окружающие восхищались этим. Но, к сожалению, 17 февраля 1934 года в возрасте 58 лет король Альберт, увлекавшийся альпинизмом, сорвался со скалы во время одного из восхождений близ Марш-ле-Дам и погиб. После смерти Альберта многие говорили, что королева оказалась просто отсчитывая дни до встречи с мужем на небесах. После смерти отца старший сын Елизаветы Леопольд III вступил на престол. В 1926 году он женился на шведской принцессе Астрид. Елизавета поступила очень мудро. Она отошла от общественной деятельности, предоставив возможность реализовать свои проекты новой королеве, которая также была очень популярна среди бельгийцев. Однако Астрид также трагически погибла спустя всего год после вступления мужа на престол. 29 августа 1935 года во время автомобильной поездки на отдыхе в Швейцарии Леопольд не справился с управлением, и машина упала в озеро.
Король сумел выбраться, но спасти королеву не удалось. Астрид оставила Леопольду дочь и 2 сыновей. В момент гибели она была беременна 4-м ребенком. Прекратив всякую общественную деятельность, Елизавета сосредоточилась на воспитании 3 осиротевших внуков, 2 из которых в будущем станут королями Бельгии. К общественной жизни ее заставила вернуться уже не личная, а мировая трагедия. В мае 1940 года повторился военный сценарий августа 1914. Германия напала на Бельгию. Но на этот раз бельгийская армия не оказала серьезного сопротивления, а сын Елизаветы, король Леопольд III, капитулировал перед фашистами, всю войну проведя в роли почетного пленника. Свобода Елизаветы была также ограничена, и практически все 5 лет германской оккупации она провела в замке Лайкен, что на севере Брюсселя. Но в отличие от сына, сопротивление она оказывала всеми возможными способами. Известны сотни ее писем в адрес фашистского руководства, в которых она пыталась защитить политических узников. Также Елизавета тайно встречается с представителями Ассоциации бельгийских евреев, заверяет, что делает все от нее зависящее, чтобы остановить карательные рейды и защитить бельгийских евреев от депортации. И действительно, уже в сентябре, благодаря ее беспрестанным просьбам, обращенным к немецким оккупационным властям, удается спасти десятки евреев, которые были членами общины. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» написано в книге Притчи, 24 главе, 11 стихе. В то же время Елизавета отдает свой замок под приют. Официально приют был для детей бельгийских солдат, однако сюда тайно свозили сотни еврейских детей. Узнав об этом, в сентябре 1943 года в замок нагрянули гестаповцы. Однако в списках детей они не нашли ни одного еврейского имени. Все они были изменены. Кроме того, ничего не дали и допросы как воспитателей, так и самих детей. А воспитатели не сознавались, а обычные бельгийские дети даже не подозревали, что рядом с ними живут и играют дети еврейские. И ни один ребенок из находившихся в замке не погиб. Бельгийцы, вдохновленные примером своей королевы-матери, организовывали отряды сопротивления. И в Бельгии в процентном соотношении было спасено намного больше евреев, чем в других оккупированных нацистами странах. Наверное, следуя именно ее примеру, большинство бельгийцев не поддержали антиеврейские акции нацистов, а многие мужчины на улице снимали шляпы перед женщинами-еврейками, когда евреев заставляли носить желтые звезды на одежде. После войны израильское правительство присвоило Елизавете почетное звание «Праведник народов мира». Но вернемся назад к жизни королевской семьи в Брюсселе. Когда короля Леопольда в 1944 году депортировали в Германию, она поддерживала сына Шарля, который стал временным правителем страны, регентом. По возвращении же Леопольда в 1950 году королева Елизавета переселилась в замок напротив и жила там до конца своих дней. Там и скончалась 23 ноября 1965 года в возрасте 89 лет. Эта женщина прожила яркую жизнь настоящей королевы, не ту, которая наполнена светскими визитами, балами и безумными прихотями. Елизавета сумела стать любящей и преданной женой для своего супруга, заботливой и мудрой матерью для своих детей и настоящей покровительницей для бельгийского народа, в каждом дне являя пример добродетели, веры и силы духа.
как жемчужины слезы у праведных. Все записаны в книге святой. Бог великий, могучий и праведный, сам сотрет их своею рукой. Ни слезинки одной не останется на измученных скорбью глазах, и душа никогда не расстанется с Иисусом в святых небесах. Драгоценные слезы раскаяния, их положит Творец пред собой, оправдав душу места отчаяния, даст ей радость и вечный покой. Ни слезинки одной не останется на измученных скорбью глазах, и душа никогда не расстанется с Иисусом в святых небесах. О грехах плача люди усталые, восходя на Голгофу душой, и потоки слез чистых кристальные Бог сотрет сам своею рукой. Ни слезинки одной не останется на измученных скорбью глазах, и душа никогда не расстанется с Иисусом в святых небесах. Ни слезинки одной не останется на измученных скорбью глазах, и душа никогда не расстанется с Иисусом в святых небесах. Заканчивается наша встреча. В следующий раз программа выйдет в эфир ровно через неделю в это же время и на этой же волне. Будем ждать ваших писем. Пишите нам по адресу: программа «Соломита», абонентный ящик 45, индекс 224020, город Бриз 20, Беларусь. Напоминаю вам, что программы Трансмирового радио вы можете слушать в интернете на сайте twr.fm. А теперь я прощаюсь с вами. Желаю вам Божьих благословений.
Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мір вам, паважаныя слухачы. Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы звязана з пытаннем «Як любіць бліжняга?». Бог паслаў нас у гэты свет. Мы сустракаем сляпых, глухіх, хворых сэрцам, і я не пра медкарту. Бог не на самаізаляцыі, яму ёсць справа да кожнага. А мне? Дзякуючы акулярам Святога Пісання у нас павінен быць новы погляд на рэчы. Да яго мы і звернемся за парадамі і разам пашукаем адказы на 3 пытанні. Хто мой бліжні? Навошта любіць бліжняга? Як любіць бліжняга? Адзін законнік спытаў Ісуса, што мне рабіць, каб успадкаеміць жыццё вечнае? Ісус адказаў пытаннем, як напісана ў аўтарытэтным для цябе законе. Чалавек адказаў, любі Бога і любі бліжняга. Бачыш, ты ўсё ведаеш. Так, дзейнічай і будзеш жыць. Чалавек зноў пытае, а хто мой бліжні? Лука піша, што ён хацеў апраўдацца. Давайте прачытаем знакамітую гісторыю. На гэта сказаў Ісус, нейкі чалавек зыходзіў з Іерусаліму ў Ерыхон і натрапіў на разбойнікаў, якія знялі з яго вопратку, збілі яго і пайшлі, пакінуўшы яго ледзь жывога. Здарылася, што нейкі святар зыходзіў гэтай дарогаю і, убачыўшы яго, прамінуў яго. Таксама і лявіт, апынуўшыся на тым месцы, падышоўшы і, убачыўшы, прамінуў яго. А самаранін нейкі, ідучы, найшоў на яго і, убачыўшы яго, злітаваўся. І, падышоўшы, перавязаў яму раны, паліўшы алеем і віном, і, пасадзіўшы яго на свайго асла, прывёз яго ў карчму і паклапаціўся пра яго. А на другі дзень, адыходзячы, дастаў 2 дынары, даў корчмару і сказаў яму, паклапаціся пра яго, і калі выдасі што болей, я, вярнуўшыся, аддам табе. Хто з гэтых 3, ты думаеш, стаўся бліжнім таму, які натрапіў на разбойнікаў? І ён сказаў, той, які злітаваўся над ім. Тады Ісус сказаў яму, ідзі і ты, рабі гэтак. Дык хто мой бліжні? Няхай адкажуць удзельнікі гісторыі. Няшчасны, той, хто мне паслужыў. Святар і лявіт, той, каму я не быў гатовы служыць. Самаранін, той, хто мае патрэбу. Міласэрны самаранін не можа не захапляць сваёй увагай да чужога чалавека. У дарозе ён перавязаў раны, хутчэй за ўсё зрабіў бінты з уласнай адзежы. Масла і вяно палегчылі боль і павінны былі дэзінфікаваць раны. У карчме ён працягваў даглядаць хворага чалавека, а потым пакінуў яго ў карчме, заплаціўшы за 2-месячнае пражыванне. За такой своечасовай дапамогай, увагай, клопатам, ахвярнасцю мы бачым любоў. Як гэтага не хапае ў сучасным грамадстве? Як і тых, хто гатовы паслужыць бліжняму? Навошта любіць бліжняга? А навошта любіць Бога? Кахаць жонку, мужа, дзяцей, бацькоў? Любоў – гэта аснова сям'і, грамадства, царквы. Відавочна, што гісторыя Ісуса – адказ на пытанне, як мне атрымаць збаўленне. Дык вось, любоў да Бога і людзей мае ключавую ролю. Галоўнае для нас словы «ідзі і ты рабі гэтак». Навошта любіць? Так сказаў Ісус. Усім зразумела, што без Божай дапамогі гэта тупік. Таму, калі мы чуем словы апостала Паўла «дасягайце любові», мы думаем пра блізкія адносіны з Господам. Яны нам жыццёва неабходны. Сам Господ вучыў: «Усё, што вы зрабілі бліжняму, зрабілі мне. Усё, што не зрабілі яму, не зрабілі мне». У бліжнім нам трэба убачыць Хрыста. Калі аддаеш, атрымліваеш.
Даволі часта прыгадваю сваю выкладчыцу гісторыі ва ўніверсітэце. Яна разам з мамай і сястрой перажыла блакадны Ленінград. Раніцай мама іх будзіла і адпраўляла дапамагаць іншым. Выжылі, таму што думалі пра бліжніх. Яна працягвала гэта рабіць і ў пасляваенныя часы. Жанчына з мужам жылі і працавалі ў Індыі. Там яна выкладала рускую мову. Заробкі былі высокія. Пасля вяртання ў родны горад падарыла адной сваёй знаёмай кофтачку. Забылася, але жанчына не. Праз 10годдзі яны сустрэліся. Знаёмая памятала пра добры ўчынак і была вельмі ўдзячная. Што ўсё гэта? Любоў да бліжняга і дакрананне да сэрца. Як жа любіць мне, майго бліжняга? Там, дзе дзейнічае хрысціянін, дзейнічае Дух Святы. Мы не заўсёды разумеем сілу простых рэчаў. Першае – бліжні я. Адносіны – гэта радасці і цяжкасці. Чаму? Мы кажам пра адносіны недасканалых людзей. Адна веруючая жанчына распавядала маёй жонцы: «Стамляюся на працы, прыходжу дамой раздражняльная, сям'е дастаецца». Біблія рэгулюе нашы адносіны, нагадваючы нам пра ўласныя слабасці. У Нагорнай пропаведзі Ісус Христос вучыў: «У нас няма маральнага права судзіць іншага чалавека. Як будзем лічыць, калі самі хворыя? Памятаеце, у цябе бервяно, а ты глядзіш на сучок у воку брата. Вырашыш свае праблемы, будзеш ведаць, як дапамагчы бліжняму. Біблія забараняе судзіць, але нідзе не забараняе любіць. Любоў – пачатак сапраўдных пераменаў. Другое – бліжні і мая любоў. Пісанне так глыбока і добра апісвае любоў. Паслухайце, вузел дасканаласці. Поўнасць усяго лепшага. Апостал Ян, якога завуць апосталам любові, у сваім пасланні пісаў, што любоў, якая ад Бога, не спакушае. Пра важнасць любові добра ведалі аўтара Старога запавету і прарокаў. У чым жа сутнасць закона і прарокаў? Дзейнічаць з іншымі так, як мы жадаем, каб дзейнічалі з намі. Пра гэта ведаў законнік і ўсе слухачы Хрыста. Але вам, сябры, не здаецца, што насамрэч гутарка ідзе пра адносіны, заснаваныя на эгаізме. Чалавек, які робіць штосьці добрае іншаму, чакае ўзнагароду і пахвалу. Адзін знаёмы нядаўна напісаў мне: «Нашы адносіны нельга назваць сяброўствам і нават блізкім знаёмствам, але, ведаеце, он запрасіў мяне разам з дачкой прыехаць да яго дамой і паглядзець на зоркі ў тэлескоп. Ён сам яго сабраў. Мяне вельмі ўразіла яго стаўленне і тое, што ён успомніў пра нас. Думаю пра такія прыклады і вучуся». Ліпень гэтага года для нашай сям'і выдаўся няпростым. У адну нядзелю сям'я, якая нядаўна пачала наведваць нашу царкву, запрасіла нас у госці. Мы прыехалі на вячэру. Пагутарылі, пагулялі, папілі гарбаткі. У выніку вельмі добра адпачылі. Калі вярталіся дамой, то зразумелі, мы фізічна і маральна знясіліліся. Час разам з гэтай сям'ёй быў для нас вялікай падтрымкай. Як жадаеце, каб з вамі паступалі людзі, так і вы паступайце з імі. Святар і Лявіт ведалі законы прарокаў, але для іх гэта была добрая тэорыя. Бог і людзі чакаюць ад нас практыкі. Таму, кажучы пра нашу любоў да блізкага, Новы запавет выкарыстоўвае іншы прынцып. Любіце бліжняга так, як Христос любіць вас. Вось гэта і ёсць Евангелие. Трэцяе. Бліжні і сродкі дастаўкі маёй любові. Дзе знайсці ідэі і як дакрануцца да сэрца? Ёсць адна місіянерская стратэгія. Гучыць яна проста. Гасціннасць. Евангелие падводле Яна, 1 раздзел. Двое вучняў Яна Хрысціцеля пайшлі за Ісусам. Ісус жа, павярнуўшыся і ўбачыўшы, што яны ідуць за ім, кажа ім: «Што шукаеце?» Яны ж сказалі яму: «Рабі», што перакладаецца «настаўнік», «дзе жывеш?» Гаворыць ім: «Прыйдзіце і ўбачыце». Яны пайшлі і ўбачылі, дзе ён жыве, і засталіся ў яго той дзень. Было ж каля 10-й гадзіны. Адзін з двух быў Андрэй, брат Сымона Пятра. Ён першы знаходзіць брата свайго Сымона і кажа яму: «Мы знайшлі Месію», што перакладаецца Христос, і ён прывёў яго да Ісуса. Андрэй – адзін з вучняў Яна Хрысціцеля.
Гэта ён апынуўся ў доме Ісуса. Там ён зразумеў, што Ісус сапраўдны Месія. Пра гэта распавёў Пятру. Першым стаць настаўнікам Христос стаў гасцінным гаспадароў. Мой бліжні – той, каму я гатовы служыць. Мой Господ – крыніца ідэй. Ад яго дакрананне да сэрца. А зараз пытанне да кожнага. Як мне любіць бліжняга? Палюбіце яго ў сваім доме, і няхай ён для яго стане месцам, дзе гучыць і працуе Евангелие. Я на любовь любовью отвечаю, добром стараюсь воздавать врагу, но с каждым днем яснее понимаю, что так любить, как ты, я не могу. Я падаю, меня ты поднимаешь. Я шаг ступлю и падаю опять. А ты моих грехов не вспоминаешь. Лишь ты один умеешь так прощать. Я не могу любить, как ты, но все же хочу достичь высот твоей любви. Ты знаешь это, милосердный Боже, желание мое благослови. Я не могу любить, как ты, но все же хочу достичь высот твоей любви. Ты знаешь это, милосердный Боже, желание мое благослови. Я не умею, так как ты, смиряться, все понимать, обиды забывать, быть верным, кротким, истины держаться, довольствоваться малым, не роптать. Так сострадать, как ты, я не умею. Так поддержать, как ты, я не смогу. Но ты меня ведешь своей тропою, и жизнь мою не отдаешь врагу. Я не могу любить, как ты, но все же хочу достичь высот твоей любви. Ты знаешь это, милосердный Боже, желание мое благослови. Я не могу любить, как ты, но все же хочу достичь высот твоей любви. Ты знаешь это, милосердный Боже, желание мое благослови. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог. Я не могу любить, как ты, но все же хочу достичь высот твоей любви. Ты знаешь это,
милосердный Боже, желание мое благослови. Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лерееха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо к назиданию». Послание к Римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами. Шалом, Дмитрий. Шалом, дорогие друзья. Михаил. В прошлый раз мы начали наше увлекательное путешествие по страницам истории иудаизма, и мы рассмотрели его первую главу, первый период развития, который называется «Библейский иудаизм». И сегодня, я полагаю, нас ждет продолжение истории. Ты правильно полагаешь. В прошлый раз мы закончили на начале Вавилонского плена, и мы продолжим рассматривать историю развития иудаизма и его новый этап, который мы сейчас будем рассматривать, это эпоха Второго храма. Этот период времени будет иметь свои характерные черты, которые изменят иудаизм, но начало эпохи Второго храма нам следует начать с Вавилонского плена, так как именно это событие станет определяющим для нашего народа истории. Вавилонский плен осуществлялся в 3 этапа. Об этих событиях, осада и падение Иерусалима подробно описывается в 3 и 4 книгах царств и во 2 книге Параполименон, или книга Хроник, а также в книге пророка Иеремии. Вавилонское нашествие, оно фактически опустошило Иудею, и это опустошение длилось с 605 года по 535 года до нашей эры. В первую депортацию в 605 году в Вавилоне оказался пророк Даниил со своей семьей. После второй осады Иерусалима умирает царь Иоаким, а в плен уводят царя Иехонию, его сына. В Вавилон депортируется еще часть жителей Иуды. Ну и в 3-ю депортацию или в 3-ю осаду Иерусалим берут штурмом в 586 году и разрушают Иерусалимский храм. Поклонение Богу в храме прерывается на долгих 70 лет. Со смертью последнего царя Иудеи прекращает свое существование правящая династия Давида и, соответственно, независимое государство Иудея. Остаток народа переселяют в Вавилон, кроме бедного населения. Вавилонский начальник телохранителей Навузардан распоряжается оставить бедных из народа для работы на полях и виноградниках. Да, не назвать эти события радужными в истории нашего народа. Полностью с тобой согласен. Но, как говорится, нет худа без добра. Именно Вавилонский плен дает толчок новому развитию иудаизма. Для этого периода формируются основные характерные черты. Угу. Можешь, пожалуйста, подробнее рассказать, что это за характерные черты? Прежде всего, появляется 2 диаспоры – вавилонская и египетская. Что такое диаспора? Диаспора – это рассеяние. Появляются синагоги как центры еврейской жизни. И 3 – это восстанавливается богопоклонение во 2-м отстроенном Иерусалимском храме. Угу. Дима, расскажи, пожалуйста, подробнее про появление диаспоры и как это повлияло на развитие иудаизма. После разрушения первого храма и депортации еврейского народа появляются 2 еврейские диаспоры – вавилонская и египетская. Вавилонская диаспора проживала на территории современного Ирака, в междуречии рек Тигра и Ефрат. О жизни вавилонской диаспоры мы можем узнать из книги «Исфирь», где достаточно полно описывается жизнь евреев в период персидских царей, начиная с царя Ахашвероша или Ксеркса. В 539 году до нашей эры Вавилон захвачен мидоперсами, и он становится частью Мидо-Персидской империи. Еврейская диаспора в Вавилоне по факту становится персидской диаспорой.
В том же 539 году царь Кир издает указ о возвращении иудеев в Иерусалим для строительства дома Богу Яхве. Об этом мы читаем в книге Естер. Но несмотря на указ царя, не все евреи соглашаются возвращаться в Иудею. Занимая высокие посты в империи и имея имущество и бизнес, многие евреи принимают решение остаться жить в центре империи. 50 тысяч евреев, в основном из колен Иуды, Вениамина и Левия, возвращаются в Иудею, и лидером движения является Зороваавель. Потомок Давида, кстати, под чьим руководством начинается строительство второго храма. Оно происходит в очень сложных условиях войны с окружающими их соседями. Народ Божий испытывает голод, лишения, оставаясь верным Божьему призыву. В 515 году до нашей эры завершается восстановление Иерусалимского храма, возобновление богопоклонения в Иерусалиме. Но к этому моменту в диаспоре уже существуют новые центры притяжения – синагоги. Что же касается египетской диаспоры, существуют исторические сведения, найдены документы, датируемые 5-4 веками до нашей эры, что еврейская диаспора на юге Египта обосновалась именно в изучаемый нами период. Вероятно, это потомки тех, кто вместе с Иоанном, сыном Кореевым, ушли в Египет вопреки предупреждениям пророка Иеремии. Возможно, этот народ служил царю Киру, охраняя южные границы Мидо-Персидской империи, частью которой был Египет. Выходцы из диаспоры в Египте, дошедшие до Пиренейского полуострова, стали жителями средиземноморской диаспоры. А начиная с VI века до нашей эры, еврейские поселения появляются по всему Средиземноморскому побережью. Благодаря чему это происходило? Главным двигателем переселения евреев было морское государство Финикия. Через его колонии Фарсис, Кипр, Корсика, Сардиния к III веку до нашей эры евреи добрались до Испании. Так впоследствии образовалась средиземноморская диаспора. Синагога. До того, как храм был восстановлен, в диаспоре развивается сеть синагог, как центров еврейской жизни. Вначале оторванные от Иудеи и от центрального места богопоклонения, евреи начинают делать то, что им доступно, а именно начинают изучать тексты Торы. Как, например, мы читаем, что Ездра был не только потомком священников, но и книжником, сведущим в Торе. Вскоре синагога становится неотъемлемой частью еврейской жизни, где не только изучают Писание, но и появляется система образования, и даже появляются предписания всем евреям селиться только там, где есть синагога. По мере возвращения евреев из плена синагоги появляются и в самой Иудее. А с появлением синагог появляются и новые типы учителей. Если раньше системой образования занимались исключительно священники и левиты, то после Вавилонского плена появляются учителя Торы, не имеющие к колену Левия никакого отношения. И именно синагоги вскоре станут проводниками распространения евреев по всему Средиземноморью, а также идей монотеизма, что впоследствии сыграет важную роль в истории человечества. Но об этом в следующей передаче. Вы слушали еврейскую программу «Ларееха». С вами были Михаил и Дмитрий. Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, пишите их нам по адресу Трансмировое радио, абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. Или на электронную почту rmtwr.by@gmail.com. Ищите наши беседы на сайте twr.fm. Шалом. Лаитраот. До новых и волнующих встреч. עלמך ברכתך, קום
Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра горад Беларусі Кобрын. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Давайте пачнем з паходжання назвы. Вельмі цікавая назва у горада Кобрын, таму што ёсць две тэорыі паходжання. Першая – это гідронім, а другое – гэта ад назвы асобнага народу. Такі даследчык, які быў у 19 стагоддзі Шушкевіч, ён казаў, што быў такі народ, племя такое обраў, якія былі магутныя і славутыя на ўсю Еўропу, у тым ліку і ў Грэцыі, і вось яны жылі ў раёне, там, дзе сёння Кобрынскі раён. Таму, вось можам сказаць, што назва мае сваю адметнасць. Хутчэй за ўсё, гэта менавіта нейкіх балцкіх такіх гідронімаў. Асноўныя моманты гісторыі горада. Асноўныя моманты трэба пачаць з 1287 году. Тады ўпершыню ў іпасіўскім летапісе узгадваецца горад Кобрын ці Кобрынь. Гэты год быў пазначаны тым, што князь Владзімір Васількавіч, які, дарэчы, і адносіцца і да камянецкай вежы, ён вось праводзіў пэўныя свае дзеянні тут на тэрыторыі Палесся, і ў сувязі з ягоным паходам узгадваецца вось такое паселішча. У Вялікім княстве літоўскім нават узгадваецца, што нейкі час існавала асобнае кобрынскае княства. Але гэта хіба што даволі непрацяглы такі перыяд. 16 стагоддзе, залаты век Беларусі, кобрынская эканомія існуе. Ёй кіруе Бона Сфорца, сама каралева, і жонка вялікага князя літоўскага Жыгімонта I Старога. Яна стварае тут такія перадумовы аграрнай рэформы на Кобрыншчыне, а пазней гэты горад пераходзіць да дачкі Боны Сфорцы і Жыгімонта Ганны Ягелонкі, якая стала жонкай караля і вялікага князя літоўскага Стэфана Баторыя. І вось пры Ганне Ягелонцы ў 1589 годзе Кобрын атрымлівае магдыбургскае права. Гэты горад таксама праславіўся тым, што ў 19 стагоддзі тут адбывалася паўстанне 1863 году, і славуты начальнік паўстання Рамуальд Траўгут тут вось дзейнічаў, і можам трошкі пазней пагаварыць, з ім звязана ладная частка жыцця Траўгута. І таксама у 20 стагоддзі, у 20-30 гады тут адбывалася вялікае івангельскае прабуджэнне, і утварыўся цэнтр такога вялікае івангельскае аб'яднання цэрквы Хрыстовыя. 39 год, гэта Кобрынскі бой паміж польскім войскам і вермахтам тут, і таксама мы можам сказаць, што ёсць славутая кобрынская марозіва, кобрынскія сыры. Гэта ўжо другая палова 20 стагоддзя. Працягваем. Славутыя асобы і значныя падзеі. З Кобрыном звязана некалькі славутых асобаў. Вось я ўжо ўзгадваў і каралеву Бону Сфорцу, і каралеву Ганну Ягелонку. Але вельмі цікавая і рамантычная гісторыя звязана менавіта з Траўгутам. У канцы 50-х гадоў 19 стагоддзя менавіта ў Кобрыне адбылося яго знаёмства з будучай жонкай. А ягоная будучая жонка – гэта траюрадная пляменніца Тадэвуша Касцюшкі, Антаніна Касцюшка. І вось ён узгадвае, што ў Кобрыне яны ўпершыню убачыліся і вырашылі пасля пажаніцца. І вось Антаніна Касцюшка, якая, дарэчы, таксама вядзе свой радавод з Кобрыншчыны, і Траўгуты, дзе род Траўгутаў меў свой маёнтак таксама у Кобрыншчыне, яны непасрэдна звязаны з гэтай мясцовасцю. Таксама з Кобрыншчынай звязана імя Пётра Крычэўскага. Ён быў старшынём Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, вядомы дзеяч беларускага нацыянальнага руху. У Кобрыне доўгі час працаваў беларускі івангельскі паэт Даніла Ясько, які выдаў некалькі спеўнікаў, увогуле быў у 20-30 гады такім вядомым паэтам. Таму ёсць кім ганарыцца і ёсць пра якія падзеі расказаць. Давайте пагаворым пра рэлігійнае палітра.
У Кобрыня ёсць усе канфесіі. Можам сказаць пра такі славуты Спаскі манастыр, які быў заснаваны яшчэ ў 15 стагоддзі, у канцы 15, пачатку 16 стагоддзя. Ён быў праваслаўны манастыр, і да гэтага часу ёсць праваслаўны манастыр. Пэўны час сваёй гісторыі ён быў уніяцкім манастыром, пасля зноў звярнуўся да праваслаўя. І ёсць каталіцкі касцёл у небаўзяцці Найсвяцейшай Панны Марыі з 19 стагоддзя. Ну і, канешне, вядомая Кобрынская баптысцкая царква на вуліцы Чыгуначнай. Хутка будзе святкаваць сваё стагоддзе у 1924 годзе, ну, хіба што была вось гэта супольнасць зарэгістравана ўжо афіцыйна. Таму, канешне, рэлігійная палітра на ёсць існуе. Ну і, канешне, Кобрынскі сабор, які быў у пачатку 17 стагоддзя, уніяцкі, які вызначыў увогуле структуру уніяцкай царквы на Палессі. Гэта быў сабор, на якім прысутнічалі вось усе іерархіі уніяцкай царквы на чале з мітрапалітам Язэпам Руцкім. І, канешне, была рэлігійная адукацыя. Фактычна ўсе канфесіі мелі свае рэлігійныя школы. Ну і плюс сінагога. Другая палова 19 стагоддзя, знакамітая Кобрынская сінагога, будынак якой існуе да гэтага часу. Безумоўна, габрэйская супольнасць Кобрыншчыны, як і ў іншых беларускіх гарадах, яна мела свой уплыў. Таму, ну, усе канфесіі прадстаўлены. Дзякуй, Андруй, за знаёмства з горадам. Што параеце наведаць? Кобрын славуты сваімі забудовамі. Ёсць з 19 стагоддзя. Канешне, варта паглядзець будынкі вось Спаскага манастыра, як я казаў. Класіцызм 19 стагоддзя, парк, гарадскі парк абавязкова наведаць. Ёсць некалькі скульптураў, прысвечаных вось і заснавальніку горада, які быў яшчэ ў старажытнасці ў 13 стагоддзі. Ну і трэба сказаць, што Кобрыня вельмі прыгожая царква евангельскіх хрысціян-баптыстаў. І гісторыя яе. Таксама гэта, можна сказаць, архітэктурны помнік у нейкім сэнсе, а разам з тым і такі рэлігійны цэнтр. І, безумоўна, Кобрын – гэта горад на рацы Мухавец, таму вось набярэжную ракі Мухавец. Будынак сінагогі і сядзібны комплекс. Кобрын – адзін з найбольш старажытных гарадоў Беларусі. Ён упершыню атрымаў уласны герб у снежні 1589-го. На жаль, войны 17-19 стагоддзяў, эпідэмія 1711-го аслабілі горад, і ён заняпаў. У 1766-м загадам караля Станіслава Панятоўскага у Кобрына адабралі магдыбургскае права і звялі да ролі цэнтра эканамічнай адзінкі. Між тым, як мы чулі, жыццё працягвалася. Трэба прыгадаць традыцыйнае адзенне, кобрынскі строй канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, распаўсюджаны на тэрыторыі Кобрынскага, Жабінкоўскага і паўночнай частцы Маларыцкага раёнаў Брэсцкай вобласці. Сёння пра дзейнасць вядомай уладальніцы горада Боны Сфорцы напамінае асушальны канал, першы вядомы на Беларусі меліярацыйны аб'ект. Ён дагэтуль носіць яе імя. Тавары з кобрынскай маркай добра вядомыя як у Беларусі, так і ў краінах блізкага і далёкага замежжа. Горад Кобрын – гэта спалучэнне багатай гістарычнай і духоўнай спадчыны з рысамі сучаснага горада, які працягвае дынамічна развівацца. Завітайце, кабрынчане будуць вельмі рады. Дзякуй, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!
Трансмировое радио. Программа «Навигатор». Ваш путеводитель по Библии. Библия – это целый мир, в котором сложно разобраться в одиночку. Необходим опытный проводник. Пастор Александр Капустин более 30 лет изучает Священное Писание и преподает его в церквах и учебных заведениях. Отправимся вместе с ним навстречу новым открытиям, важным истинам, полезным урокам. Библия – удивительная книга. Чем дольше я ее изучаю, тем больше восхищаюсь. И чем глубже в нее погружаюсь, тем интереснее она становится. Навигатор поможет проложить лучший маршрут. Мир вам, дорогие слушатели! Сегодня мы начинаем серию бесед по Евангелию от Иоанна. У нашего Господа есть много прекрасных имен. Одно из них — Слово. «Вначале было Слово», пишет апостол Иоанн. Мы переносимся в те далекие времена, когда Словом сотворил Бог небо и землю. А в конце книги Откровения перед нами предстает величественный всадник на белом коне, имя которому — Слово Божье. Кто он? Давайте слушать и разбираться вместе. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет людей. И свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. Это знакомые и близкие каждому христианину слова начала Евангелия от Иоанна. Известные христианские писатели и богословы говорили, что Евангелие от Иоанна – это святое святых Библии, самое сакральное место из всех, в которые мог войти человек. Читая Евангелие от Иоанна, мы, словно первосвященник в день искупления, входим в самое святое место и видим Божью славу в лице Иисуса Христа. Многие рядовые христиане считают Евангелие от Иоанна самой драгоценной книгой Библии. Авторов Евангелий часто символически изображают в виде 4 животных книги Откровения. Принято считать, что человек – это символ Марка, чье Евангелие можно назвать самым человечным. Лев – символ Матфея, так как он видел во Христе царя. Телец или вол – символ Луки, потому что у него Христос служит людям и призывает к этому их самих. А вот орел – символ Иоанна, потому что эта птица летает на большой высоте, ее взгляду открывается самый широкий обзор. Кроме того, у орла острое зрение, так и у Иоанна самый проницательный взгляд из всех авторов Евангелий. Первые стихи, первые 18 стихов Евангелия от Иоанна – это вступление. Мы прочитали только 5, на сегодня нам достаточно, но, скажем, в общем, вступление – это особый прием, с помощью которого автор сообщал читателю, о чем пойдет речь. И вот Иоанн в первых 18 стихах кратко излагает то, что затем будет раскрываться в Евангелии. Он, кстати, использует очень простой способ. Некоторые слова он повторяет по нескольку раз. Эти слова являются ключевыми и затем раскрываются на протяжении всего Евангелия. Вы обратили внимание, какие слова повторяются в прочитанных нами стихах? Там 4 таких слова. Это, собственно, Слово, Бог, жизнь и свет.
Давайте мы сегодня рассмотрим эти слова, притом обратим внимание, что они идут парами. Слово идет в паре с Богом, а жизнь в паре со светом. Рассмотрим так их и мы. Первая пара – Слово Бог. Иоанн, словно нарочно, дублируя такие выражения, «Слово было у Бога», «Слово было Бог», «Оно», то есть Слово было в начале у Бога, умышленно сочетая эти два слова, связывая их воедино. Но начинается Евангелие от Иоанна торжественным объявлением «в начале». Звучит очень знакомо, не правда ли? Действительно, Иоанн не придумал эти слова сам, он позаимствовал их из книги «Бытие». Этими словами начинается все Священное Писание. «В начале сотворил Бог небо и землю», – писал Моисей. Читатели Евангелия сразу понимали, откуда дует ветер. Однако важно заметить, что хотя книга «Бытие» начинается, казалось бы, с самого начала, с сотворения неба и земли, Иоанн переносит нас еще дальше. Мы оказываемся еще раньше, еще до того, как сотворил Бог небо и землю, до появления Вселенной, до сотворения ангелов, до начала хоть какого-то движения было Слово. Мы, конечно же, знаем, что это за Слово. Это наш Господь Иисус Христос. Но почему Иоанн называет его Словом? Потому что это было самое подходящее понятие, чтобы объяснить, кто такой Христос, первым читателям этого Евангелия. Известно, что Иоанн писал свою книгу для греческой аудитории. Она и написана по-гречески, и появилась в Эфесе, известном центре греческой культуры. Так вот, обращаясь к своим читателям-грекам, Иоанн произносит термин, который был им хорошо знаком и близок. Слово по-гречески «логос». Скорее всего, вы слышали этот термин. От него даже произошли некоторые русские слова. Например, название наук «биология» буквально означает «слова о жизни», или «психология» – «слова о душе». Корень «логос» содержится и в таких словах, как логика, предлог, диалог и им подобных. Что же такое логос? Как его понимали первые читатели Иоанна? Для них термин «логос» имел два значения. Первое значение, обычное, бытовое, логос означало просто слово. Сказал что-нибудь, вот тебе и логос. Однако было и другое, особенное, даже сакральное значение. Вероятно, вы слышали имя Аристотеля. Это великий древнегреческий философ, оказавший огромное влияние на культуру и историю мира. Аристотель придумал теорию, которая стала очень популярной, даже преобладающей в древнем мире. Людей всегда интересовало, откуда появился, как устроен мир. И Аристотель попытался дать ответ на эти вопросы. Весь мир, учил Аристотель, состоит из материи. Знакомо, не правда ли? Мы тоже так говорим, что мир материален. Из материи состоят наши дома, мебель, продукты, мы сами. Но почему же, если все из материи, то все такое разное? А потому, говорил Аристотель, что в предметах содержится не только материя, но еще и информация, логос. Это он придает материи форму и особенные свойства. Вот в стуле присутствует логос стула, и поэтому он стул. В дереве логос дерева, поэтому оно дерево. Логос – это своего рода информационный код, благодаря которому бесформенная материя обретает форму и свойства. Но не только это. Логос, учили древние философы, не только придает предметам форму и свойства, но также управляет миром, событиями. В мире есть определенный порядок. Восходит, заходит солнце, после весны наступает лето, после осени зима. Кто устанавливает этот порядок? Логос. «Все течет, все изменяется», — говорил Гераклит, но кто определяет, куда все будет течь и как меняться?
Логос. Почему в мире происходят разные события? Потому что таков логос этого мира. Логос все создает и всем руководит. Если вы знаете, как работают компьютеры, то поймете этот принцип. Материя – это как компьютер без программ, без операционной системы, то, что называют железо. Он есть, но он не работает. А логос – это программное обеспечение, тот самый информационный код, благодаря которому компьютер функционирует. Подобным образом, учили древние философы, логос руководит этим миром. Что сказать об этой теории? Интересная, но, конечно же, ошибочная. Однако Иоанн берет эту распространенную в те времена теорию и с ее помощью доносит до читателей божественную истину. «Вы верите в Логос, который создал мир», — говорит он. Так вот, Иисус Христос и есть тот самый Логос. Это Он создал Вселенную и поддерживает ее в том состоянии, в котором мы ее видим. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Мы им живем, движемся и существуем. Он есть прежде всего, и все им стоит. Иоанн говорит со своими читателями на их языке, теми понятиями, которые были им знакомы и близки. Но важно отметить, что при этом он не искажает Евангелие. Меняется язык, но не меняется смысл. Апостол говорит так, чтобы его поняли, но не убирает неприятных сторон, не сглаживает болезненных истин. Он говорит о грехе, о суде, о вечной гибели, которая ждет неверующих. Он категоричен в своих заявлениях и не боится отпугнуть слушателей. Ему важно, чтобы его поняли, но остальное он отдает в Божьи руки. Так вот, из греческой философии Иоанн взял только термин «логос», а затем представил его в совершенно новом свете. Он показывает читателям Иисуса Христа. Греческий логос был просто безликой информацией, мертвой силой, а Христос – живая личность. И Иоанн провозглашает это: «Слово стало плотью», пишет он, «и обитало с нами, полное благодати и истины». Второе ключевое слово нашего текста – Бог. И в этом заключена одна из главных истин Евангелия от Иоанна. Иисус Христос – воплощенный Бог, явленный нам Бог. Прежде всего, апостол прямо утверждает, что Христос – Бог. Слово было у Бога, и Слово было Бог, пишет он. Создается ощущение, что Слово – это некое продолжение Бога, его неотъемлемая часть. И после этого Иоанн заявляет, что Христос также Творец. Все через Него начало быть. Павел в послании к Колоссянам говорит еще понятнее: «Им», то есть Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит». Далее, Иоанн говорит, что Христос вечен. Обратите внимание на слова «начало быть». Апостол 3 раза повторяет это выражение, специально, чтобы привлечь к нему наше внимание. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть. Что начало быть? Суть здесь вот в чем. Все в этом мире имеет начало. Было время, когда ничего не было. Все, что мы видим, когда-то начало быть. А вот Христос начал быть или был всегда? Он был всегда, потому что все, что начало быть, началось через Него. Значит, сам Он не начинал быть. Он безначален. Итак, что мы видим? Христос назван Богом, Он, оказывается, Творец всего, Он безначален. К какому выводу подводит нас апостол Иоанн? К тому, что Он действительно Бог. Эта мысль, что Христос – Бог, проходит через все Евангелие.
Иудеи преследовали Иисуса за то, что Он Отцом Своим называл Бога, делая себя равным Богу. Когда Он спросил их, за что они хотят побить Его камнями, они ответили: «За то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». В конце Евангелия неверующий Фома восклицает: «Господь мой и Бог мой». Читателям словно говорят: посмотрите, даже непонятливый, неверующий Фома понял, что Христос Бог. А вы? Неужели вы этого еще не поняли? Есть известная шутка. Если это существо ходит как утка, плавает как утка, крякает как утка и выглядит как утка, то, скорее всего, перед вами утка. Так и здесь. Иисус ведет себя как Бог, говорит как Бог, делает то, что может только Бог. Какой из этого вывод? Только один. Он Бог. Да, христианское учение о Троице невозможно вместить в рамки человеческой логики. Невозможно объяснить, как это слово было у Бога и одновременно было Бог. Как один Бог существует в трех личностях? И Библия этого не объясняет. Она просто представляет факт. Бог-Отец – это Бог. И Слово, то есть Иисус Христос, также Бог. Они разные личности, но одна сущность. В древнем символе веры сказано: «Верую в Иисуса Христа, Сына Божьего, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого все произошло, как на небе, так и на земле». Итак, мы рассмотрели первые два слова, два ключевых слова – «слово» и «Бог». Осталось еще два – «жизнь» и «свет». Слово «жизнь» – одно из самых главных в Евангелии от Иоанна. Думаю, мы даже без подготовки вспомним много текстов из этого Евангелия, где говорится про жизнь. Ну вот, как говорят, самый известный текст Библии: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Про себя Христос сказал у могилы Лазаря: «Я есмь воскресение и жизнь». А ученикам на последней вечере словно продолжил: «Я есмь путь и истина и жизнь». «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня не судится и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». И так далее. Что такое жизнь в понимании Иоанна? Сегодня мы с вами воспринимаем жизнь несколько механически. Для нас живой организм – это набор органов, которые взаимодействуют между собой, и организм функционирует. Это чисто по Энгельсу. Жизнь есть способ существования белковых тел. Если какой-нибудь орган выходит из строя, человек болеет. Врачи для нас – это своего рода механики, которые нас ремонтируют. Не зря мы иногда сердце называем мотором. Так вот, у Иоанна все по-другому. Для него жизнь – это не способ существования, это некая энергия или вещество, то, что мы называем жизненная сила. Живые существа, согласно Иоанну, живут не потому, что у них внутри взаимодействуют клетки и органы, а потому, что им дает жизнь Бог. Он имеет жизнь в самом себе, и эту жизнь может давать своим творениям. Иисус исцелял не потому, что был искусным врачом и умел исправить поломку в организме. Нет, Он был полон жизни и просто проливал эту жизнь на тех, кого исцелял. Больные выздоравливали, мертвые воскресали от того избытка жизненной энергии, той жизни, который был во Христе. Но это еще не все. Жизнь в Евангелии от Иоанна не просто физическая жизнь, это также радость жизни, сила жизни, полнота жизни. Если в человеке мало жизни, он не только слаб физически, но и ослаблен духом. Он унывает, тоскует, чахнет, конечно же, болеет.
А с другой стороны, если жизненных сил в нем много, если он пышет жизнью, то он бодр, весел, жизнерадостен, жизнь в нем бьет ключом. Христос дает такую жизнь, пишет Иоанн. Это та самая жизнь с избытком, о которой говорит Господь в 10 главе. Этой жизни в нем столько, что ее хватит на всю вечность. Поэтому Библия говорит, что мы имеем не просто жизнь, а жизнь вечную. Это неиссякающий источник жизни. Чтобы объяснить, что это за жизнь, Иоанн прибегает к иллюстрации. Он пишет: «Жизнь была свет людей». Божья жизнь производит в человеке действие, похожее на то, которое производит свет. А какое действие производит свет? Замечательное. Свет радует. Когда светло, нам весело. Когда темно, тоскливо. У тех, кто живет на севере, наблюдаются сезонные депрессии. Впрочем, и у нас во время зимы, думаю, настроение хуже, чем летом. Свет также помогает ориентироваться. Мы видим, куда идем и что делаем. А в темноте на ощупь все получается медленно и неаккуратно. Кроме того, в темноте нам грозят разные опасности. И вообще мы не понимаем, что происходит, у нас нет ясности ни в глазах, ни в мыслях. Вот в таком состоянии находится человек без Иисуса Христа, в опасном, неопределенном и депрессивном. А когда Господь приходит в жизнь, все меняется так, словно мы вышли из тьмы на свет. Вспомним Его слова: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Всякая жизнь от Бога, и неверующие люди тоже получают жизненную энергию от Него. Но в них, можно сказать, жизнь едва теплится. Они живы, но на самом деле мертвы. Они знают, что такое свет, но живут во тьме. А когда человек обращается ко Христу, то чувствует себя так, словно его озарил, осиял свет со всех сторон. Не так давно в Минске в свет вышла автобиографическая книга Кристины Хигер «В темноте». Это книга о том, как еврейская девочка выживала во времена немецкой оккупации во Львове. Когда немцы пришли в этот город, они сперва устроили там гетто, а потом стали все больше ужесточать правила. За нарушение карали расстрелом. Семья Хигер поняла, что нужно что-то делать. Договорившись со знакомыми, они спустились в городскую канализацию, где прожили долгих 14 месяцев. Конечно, без посторонней помощи в подобных условиях выжить было невозможно. Своеобразным ангелом-хранителем для них стал поляк Леопольд Саха, смотритель канализации Львова. Сначала они платили Сахе, но потом деньги кончились. И тогда смотритель из своего кармана покупал продукты, платил помощникам, чтобы они помогали несчастным людям в канализации. На свет они вышли 27 июля 1944 года. Ждавшие их солдаты и обычные люди при виде исхудавших, бледных детей, одетых в обноски, заплакали. Однако сами они и все, кто выходил следом за ними, были счастливы. Вот небольшой отрывок из книги. «Хигер! Хигер!» — кричал Саха. «Можно выходить! Время пришло! Вы свободны! Выходите все!» Это были настолько прекрасные слова, что в них невозможно было поверить. В приступе безумного счастья мы начали бегать по нашему бункеру. Потом поднялась такая суматоха, что я и не запомнила точно, что и в каком порядке происходило. Почему-то мы не могли выбраться через крышку люка в потолке, и поэтому долго-долго ползли по мокрым трубам. За год мы сильно отощали, и теперь для нас не составляло труда протиснуться даже через самые узкие места. Мы оказались в маленьком дворике, где собралась большая толпа,
Когда пришел мой черед, Саха наклонился, схватил меня за руки и, вытянув наверх, закружил по двору. И я чуть не лишилась чувств от счастья и света. Даже пришлось закрыть глаза, так кружилась голова. Я слышала поздравления, аплодисменты, но открыть глаза не могла. Стоило мне сделать это, мир окрашивался в оранжевые, красные цвета. Казалось, я смотрю через негативную фотопластинку. Удавалось разобрать только какие-то смутные тени, силуэты. Я закрыла глаза, прислушивалась к звукам свободы и пыталась представить себе, как может выглядеть все, что в эти мгновения было вокруг. Потом Саха опустил меня на землю и вытащил из колодца Павлика. Это я знаю по рассказам, потому что ничего не видела. Павлик, до смерти напуганный всей этой суматохой, заревел. Канализация слишком долго заменяла ему мир. Он не понимал, что значит этот шум и суета. В его сознании не умещались все эти люди, огромный двор, солнечный свет. Бедняжка почти всю свою жизнь прожил внизу. Другого мира он просто не знал. Наконец мой братик сделал нечто совершенно удивительное. Он бросился к какому-то русскому солдату, упал перед ним на колени и начал целовать его пыльные сапоги. Мы выбирались на свет, словно пещерные люди, словно стая первобытных животных. Но мы были живы, мы не верили своим глазам. Друзья, знакомо ли вам то удивительное чувство счастья, которое приходит, когда Христос открывает нам глаза и просвещает сердце? Видите ли вы Его свет? Готовы ли целовать Его пыльные сандалии? О, благодать! Спасен тобой, я из пучины бед, был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет. Автор этого гимна Джон Ньютон вложил эти два прекрасных понятия «жизнь» и «свет» в один куплет удивительной песни. Да, друзья, Евангелие от Иоанна – это жизнеутверждающее и очень светлое Евангелие. Оно наполнено светом и наполнено жизнью. Давайте изучать эту книгу, давайте впитывать эту жизнь всем своим существом. Ты Отца живое слово, ты начало всех начал, россыпь звезд, луну и солнце, ты задумал и создал, на земле под небесами все тобой. А тебе ликуют горы, море в радости кипит. Ты творец всего живого, ты Господь и Царь царей. Гимн твоей любви звучит по всей земле. Он был от начала и сам положил начало всему. Логос, наполняющий Вселенную смыслом. В нем полнота жизни, и она изливается из него. Он свет, который побеждает любую тьму. Наш Господь прекрасен. Наша передача подошла к концу. С вами был Александр Капустин. Еженедельно программу «Навигатор» вы можете слушать на сайте www.twr.fm. Свои отзывы и пожелания, пожалуйста, направляйте по адресу Трансмировое радио, передача «Навигатор», абонентский ящик 45, индекс 22 40 20, город Брест, 20, Беларусь. До новых встреч!